Вообще сам вопрос сохранения национальной идентичности, он очень актуален не только для нас, а для всех народов. Да, для большинства, по крайней мере, народов, в силу глобализации процессов. Вот. И поэтому вообще встает вопрос, что такое национальная идентичность, что же делает народ народом. Ну, как известно, да, такие классики российской и советской этнографии, как Леон Владимирович Бромлей, Лев Николаевич Гумилев, Николай Николаевич Чебоксаров высказывали свое мнение, да, свое видение, что именно этнос делает этнос. Как известно, да, Бромлей высказал мнение, да, то, что это группа людей, которые объединены общим происхождением, территорией проживания, какими-то, да, психологическими особенностями, менталитетом. Гумилев связывал, да, с жизнью какого-то, да, живого организма, с его, да, рождением, взрослением, старением. Чебоксаров связывал с передачей информации, да, существование этноса. То есть это цепочка передачи информации, за счет которой этнос существует. Из современных, да, Валерий Александрович Тишков связал это в большей степени с неким этномифом, да, с неким определенные признаки. Но что объединяет всех этих деятелей науки? То, что этнос делает этносом определенный набор признаков, которые отличают его от других. Соответственно, да, для сохранения идентичности этноса необходимо вот этот набор маркеров, да, набор признаков, во-первых, определить, во-вторых, сохранять и изыскивать пути для этого. Конкретно, когда речь идет о нагайцах-карагашах, наша этническая история, она связана с общей нагайской историей, да? Но так сложилось, мы об этом уже много говорили, что нас определяли как татар по внешнему, да, по русская администрация, она определяла, как вот тундурских татар, да, до того кубанских татар и так далее. Наша этническая группа, она образовалась в 1740-х годах, когда часть нагайцев Малого Ногая, Козы-Улус или Кубанская Орда, попали в плен, были русско-турецкие войны. В 1740-х годах переведены под Астрахань. И с того времени мы обособились от остальных нагайцев Северного Кавказа. И вместе с тем мы сохранили, да, общий язык и приобрели некоторые особенности. В частности, вот это, да, субэтническое именование Карагаш возникло. И очень много версий, откуда оно возникло. Есть версия, ну, привязка к местности, это в Ставрополье, Темнолесская местность, Карагаш по-нагайски. Есть по названию, да, Карагаш-Кыпчак, который встречается Владимир Иосифович Трепалов в своей монографии «История Ногайской Орды» упоминает. Вот мы как раз с Азат Агаем Бердиным размышляли, может быть, какая-то связь есть с Карагай-Кыпчаками. Вот. Возможно, да, там Карагай, Карагаш, оно одинаково встречается в преданиях. Вот. Тем не менее, мы стали жить на территории Астраханской области. Тогда это губерния, это соседство с Калмыком. После ухода калмыков нам разрешили основать два села, Сиитовка, Хожетаевка, 1780-е годы. Естественно, этот процесс он у нас шел с затруднением, не хотели оседать нагайцы, кочевники. Вот. Тем не менее, да, и по антропологии, да, и по укладу, да, до 30-х годов мы кочевали, пока не собрали у нас все эти юрты и не сожгли под предлогом санитарной обработки. Вот. То есть очень долго все это сохранялось, и быт, и антропология, да, и родоплеменные эти. Основные маркеры для сохранения идентичности у нас это общий нагайский этноним Ногай, потом, можно сказать, субэтнический этноним Карагаш, да, и тамги. То есть это у каждого рода есть своя тамга, которую ставят обычно на надгробиях, раньше ставили на вещах, да. Также это как маркер происхождения местности, откуда мы происходим, да. О чем, кстати, многие забыли и даже, ну, удивляются, как это так, мы с Кубани пришли. Многие, к сожалению, даже не знают этого. Естественно, да, это и одежда, это и язык, который на самом деле нагайский. Это в 70-е годы к нам приезжал Леонид Шусташ Арсланов, которого упоминали. Это, ну, доктор наук, специалист именно по тюркским языкам. Он определил состояние нашего языка как самостоятельный язык, близкий к диалекту акнагайского, к нагайскому диалекту нагайского языка. Вот. Многие термины родства, многие термины, да, они сохраняются у нас. Вот. Но вот эта политика татаризации, да,
она повлияла таким образом, да, то, что как-то неудивительно из нашей среды происходит именно, да, Абдулхамид Шаршембиевич Джанибеков, который вообще общеногайский литературный язык развивал, да, а до нас этот литературный язык дошел только вот буквально в 80-е годы. До того нас числили татарами, вот, и мы, как сказать, никого это сильно, мне кажется, не заботило так, да, пока не появилась проблема переселения из мест газового месторождения, открыли газпромовские, и стали зону санитарную открывать, и нас, соответственно, переселять из мест компактного проживания. В этих местах, то есть Сиитовка, Хажитайпки тогда уже не было, мы могли воспроизводить свою культуру, язык, заключать браки между собой. Да? А когда началось переселение, да, у нас уже пошел процесс такой, да, утраты. Проблема то, что наш язык бесписьменный язык. Вот. Сейчас мы занимаемся тем, у нас проект внутри, это проект АОНКЦ-ЭДГ, Астраханское региональное общество, Ногайский культурный центр ЭДГ. Мы вот с Айдаром Мигуловичем совместно решили как раз обратить на это внимание. Дело в том, что ногайский литературный язык, он, к сожалению, не воспринимается старшим поколением, молодое поколение вообще полностью как бы заточено больше под русский язык. Чтобы сохранить, да, наш язык, мы как раз один из маркеров идентичности, да, мы предпринимаем попытки, ведем страницы в соцсетях для фиксации языка именно общеногайская литературная норма, но с сохранением нашего джоканья, да, некоторых особенностей диалекта. Также, что касается одежды, да, вот именно, если посмотреть, да, на соседних юртовских ногайцев, как правило, они одевают одежду, которую, да, поставляет им Казань, там, условно, да, те образцы, эскизы, да. Мы же, не только мы, это на самом деле и до нас это делали, да, стараемся все-таки возрождать то, что было, да, то есть аутентичные материалы, это на гравюрах, на фото они имеются в музеях. Вот. И самая, как сказать, основная проблема, это вот, как правильно заметил Фархад, это молодежь приобщить к этому, да, как-то заинтересовать. Мы используем соцсети, да, сделали несколько видеолекций, стараемся вовлекать молодежь в Инстаграме, вот ведем страницу, там, страницы ВКонтакте имеется, группа, да, то есть занимаемся непосредственно, разрабатываем некоторые методы для сохранения идентичности. Если же дело касается именно нас, да, нашей численности, то по последней переписи 7800 примерно оказалось ногайцев в Астраханской области. Если же мы будем смотреть на перепись ревизские сказки 1830-е годы, затем данные Павла Ивановича Небольсина, то примерно такая же численность, 7 с чем-то тысяч. Такого быть никак не может. Если еще вдобавок есть у нас ногайцы Северного Кавказа, которые переселились к нам в Астраханскую область. Ну, не 200 лет, конечно, прошло, но значительно. Почти 150 лет. Никак не могло оставаться такое число. Да? Очень многие по инерции продолжают писать с татарами, как бы не осознают то, что это не дает развиваться нашему, да, именно народу, сохраняться, воспроизводиться. То есть это реально проблема. Для того, чтобы как-то поменять ситуацию, необходимо вести вот эту разъяснительную работу, чем мы пытаемся заниматься. И еще такой важный момент, связанный с идентичностью. Это то, что подразумевает под собой вообще общая ногайская идентичность. Да? Некоторые не воспринимают тот, например, да, так сказать, ту модель, которую нам предлагает ногайцы Северного Кавказа, потому что это все-таки не совсем то, что у нас, да, воспринимается в регионе как ногайское. И поэтому мы пошли по другому пути, то есть мы субэтническое доводим до этнического, то есть и чтобы те вот группы, которые себя ассоциируют с татарами, да, по традиции, они видели, что карагашское это ногайское, карагашское это не казахское, а ногайское, потому что в Казахстане тоже такая группа есть, потом карагаш, кто себя числит казахами. Соответственно, мы занимаемся тем, что мы не имеем цели дробить ногайский народ, но как раз наоборот, цель как бы совместить вот эти две идентичности, субэтническую и этническую.
Вот, собственно, о чем хотел